с верою подыходьте. Благословенный тот, кто приходит в имя Господова. Господь Бог з'явився нам. О, Боже, людей Твоих и доброславно быток свой. Господи, Господи. Мы бачили світло правдивое, приняли Духа Небесного, знайшли віру правдивую, неподвижной Троице поклоняемся, бо яна врятовала нас. Вселенный Бог наш, завсюди, теперь, повсякчас и на веки вечные. Аминь. Нехай наповниться усли наші, хвали Твої, Господи, явно молять славу Твою. Буде дозволено прийняти святих Твоїх Божських і святних тайнах, збережи нас у своїй святості, увезі навчаться Твоєї істини. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Станьте, отримавши боски, святые, нечистейшие, несмиротные, небесные, життєтворче, страшне Христове тайни, належно подякуем Господу. Господи, помилуй. Поможи, ратуй, змилуйся, и окрый нас, Боже, ласкою Твоею. Господи, помилуй. Попросивши тебе живый день будь досконалый, святый, спокойный и безгрешный, самый себе один одного, и все життя наше Христу Богу отдамо. Помилуй, Господи. Вот и освящение наше, Тебе славу возносим, Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь, повсякчас и на веки вечные. Спокойе выйдем. Имя Господа. Господу помолимся. Господи, помилуй. Господи, что доброславишь Ты, кто доброславит Тебе, и освячаешь Ты, кто сподеется на Тебе. Радуй людей Твоих, и не забудься Ты, что от чернобыльской радиации покутуете, хвореете, вылечи их. Доброслав наследие Твое, целость церкви Твоей заховай, и освети Ты, что любит красу дому Твоего. Ты их услал Твоей боской силой, и не покинь нас, мы сподеемся на Тебе. Пошли спокойному свету, Твоим церквам, святарству, боголюбной краине канадийской, боголюбной краине белорусской, белорусскому народу, всем братам и сестрам нашим. Пошли, надеют им, что по всем свете пораскиданные, всем домам и сироткам, что беды и смуток переживают, за Тебя один, очи своих душу поднимают, милости и ласки Твоей шакают, и всем людям Твоим. Бог всякое доброе даяние, всякий дар ученый заходит от Тебе, а Отца Святла, и мы Тебе славу, подяку и поклонение отдаем, а Отцу и Сыну и Святому Духу теперь на весь час и веки вечные. Господу помолимся. Господи, помилуй. Господи, Боже наш, щедроти, милосердність, літость, що своїм мудрим пробаченням керуєш. Нашим життям вислухай нашу молитву, прийми покаяння за гріхи наші. Зупини навалу згубну, яка споткала нас, як і ти раніше зупиняв згубні навали хворобу поміж людьми. І тостивый збавця, оборони здоров'я тих, хто на тебе сподіється. Лекарю душеві тіла наших, дай выздоровлення тим, що хворіють, слугам Божим, Тетяне, Сергею, Зої, Георгію, подними їх з ложка, недуги і покутов. Доброслав, Господи, вмацуя, ховай ласкою своєю лекарів, Наталью, Романа Руслана, Юлию, Христину, и всех тых, что доброчинностью и верностью воплотиться про хворых в помешканиях и шпиталях, позбав людей в нашем городе, Торонто, в нашей краине, Канаде, на нашей батьковщине, Белоруссии, по всему свету, одновало згубное,
ад хваробаў пакутаў. Ты навучы нас шанаваць жыццё і здароўе Твае дары. Дай нам, Боже, Твой мир, и наполни наши сердце непохисною верою в Твою оборону, надея на Твою подтримку и любовью до Тебе и до наших близких. Бог Твое смило избавлять нас, Боже наш, Тебе славу взносим, Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и во всех час и на веки вечные. Аминь. Нехай будет прославлено имя Господа во всю день на веки. Нехай будет прославлено имя Господа во всю день на веки. Нехай будет прославлено имя Господа во всю день на веки. В имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Святий Дух сиходить на апостолов. Славим Його. Сьогоднішнє свято, яке називають по церковнославянську Пятидесятниця, в Білорусі це більш розповсюджено як назва Сьомухя, тому що 7 тижнів проходить від Великодня до этого дня Святой Сьомухи. Так само це свято, що ми зовем Святая Троица. Это позднее вошло в христианство, это назва. И это назва от того, что колись еще в старозаповедной церкви основала старозаповедне свято Пасхи, яке, як ми відаємо, змінилося на новозаповедну. Это значит, что день позбавления еврейского народу полону перешел у свята огульного избавления человечества. То есть самая старозаповедная Сьомуха, яка була в старозаповедной церкви одно из 3 великих святов, перешла в новозаповедную. Старозаповедная подія это была отримання Моисеева закону на 50-й день после выхода с египетского полону еврейского народу. И новозаповедная, мы бачим, это сходження Святого Духа. Эта подія була описана, як ми чули в читанні апостола, як сошов Святий Дух на учнів, на апостолів. На 10-й день, як відомо, після ушествия Христа, на 50-й день після Пасхи, учні зібралися, як завжди, на молитву, і вони почули шум некий, як від вітра, але побачили, що вітра нема, але з неба сходив на апостолів Дух у вигляді, як сказано, вогняних язиків. І ці язики вони не жгли, як вогонь, але мали такий вигляд, і кожен язик був накерований на кожного з 12 апостолів, і ці учні Христа отримали обіцяного Святого Духа. І менавіта цей день ми зовем, так само святкуємо Святую Троїцю, тому що эта подія дала людям больше зрозуміти саму тайну Господа, Его триединство, что Он есть единый, але у 3 особах, Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святий. Як ми відаємо, цей день сходження Святого Духа це був початок християнської церкви. Тому що апостоли з этого, менавіта з этого дня, отримавши Святого Духа, пошли проповедовать по всему свету. И менавіта кожен з них отримав дар говорить на іншоземних мовах. І этому дивилися люди, галилеяне, які так само збиралися біля цих людей, і многі з них увірували в Христа. Менавіта ці люди не були такими ученими, як ми ведаємо
самі апостоли були простими людьми, в основному рибалками, ловили рибу, але їхнє серце були подчинені нові ідеї, тому менавіта Христос обрав цих людей. І вони, не будучи ученими, але почали говорити різними мовами, про що наводилувалися всі інші люди, бо видали, що ці люди не є такими ученими, вони не вивчали цієї мови раніше, не були в подорожах в інших країнах до цього. Але, бачимо, Святий Дух дав таке чудо, що вони почали говорити різними мовами, і це було зроблено для того, щоб Слово Божие они проповедовали не только в своем народе, а разнесли по всему свету. Святий Дух прикликає так само святар, коли молиться, коли робить некое таїнство, завсюди прикликає Бога Отця, Бога Сина, Бога Духа Святого. І Дух таким чином сходить і на всіх людей. Наполнение Святым Духом святые отцы многие лічили головной метой на земле. Земное життя дано, как человечая душа, и она наполнялась, и сердце наполнялось Духом. Это значит, обожнювалося, как человек, коли живе по законам Божьим, коли пайно их виконує, молится, виконує церковні правила, то, як говориться в народі, він обожняється. Його таким чином заходить так само Святий Дух. І менавіта наповненням це головна мета земного життя. Ми відаємо, апостоли до того, перед тим, як ще не мали Духа на себе Святого, вони боялися влади, ховалися, боялися пересліду, але, отримавши Святого Духа, вони вже вольно йшли, не боючись за своє життя. І ми відаємо, що чим більше було проповідництва, більше створялися по світу християнські громади, але більше лилося мученическої крові, але церква, як ми відаємо, християнська розповсюджувалася по всій землі. І це менавіта з допомогою Святого Духа. Так само это свято еще называют Зеленец, потому что с старожитных часов пригоживали церкви, хати зеленью, тому же пам'ятає, як у Білорусі на подлогу клали таку траву болотную аер, вельми цудовний пахне, вона має, пам'ятаємо ще з дитинства, її подлогу устилали всю. Так само кветками дуба, клену, березы пригоживали. На крыш принято надевать галинку дуба, потому что мы ведаем, что еще в старозаповедном писании описано, як Авраам принял 3 путников под Маврийским дубом. Эти путники, это было Святый Господь в 3 особах, и они больше были схожи на 3 анgelов, які були Господом, які були прийняті Авраамом під Маврійським дубом, тому менавіта галинку дуба і пригожують так само галинками дуба храм. Свято это протягивается 7 дней, до наступної суботи. Этот тиждень есть, як його називають, суцельний, значить, що нема постних днів у середу і п'ятницю. Це так само, як, скажем, Великодний тиждень, перший, або, скажем, період святок, від колядок до водохреща. Так само період є, ми ведемо суцельний. Перед этим святом принято служить поминальную службу. Вчора я служив
паніхіду, але так само прийнято служити літургію за супокойними і вспоминати всіх наших супочилих, близьких. 3 тільки дні в годі ми ведемо таких найбільших. Суботи ми маємо. Це субота сьомушная, як її ще називають. Так само перед этим ми ведемо перед постом скоромная субота і діди осені. Это наибольшие эти субботы. Так само еще день есть проводов Порадовницы после Пасхи, постый день, 9-й день. Вспоминается супочиле. Так само наступная неделя, это будет уже неделя всех святых, ею скончується этот период сьомухи, П'ятидесятниці. Потім після її починається, як ми відаємо, Петровський пост. І так само скончання ще святого, це раз 2 тижні неделя білоруських святих прийнята в нас. Коли ми в часі Петровського посту вспоминаємо святих білоруських. Так само в эту ж неделю, с этой недели, после литургии починается период, когда уже люди могут вставать, клянчить, вставать на колени перед иконами, в часе молитвы. Весь этот период сьомухи Йосип ми ведемо урочистий, тому не принято вставать на колени. В часе службы есть моменты, когда стают, або в часе молитвы, перед иконами, перед мощами, скажем, перед чудотворными иконами. Так само в эту неделю, одразу после службы, мы приняли служить вечерню с уклінченими молитвами. І менавіта ми сьогодні після літургії одразу прочитаем, принято эту вечерню сполучать с литургией. Мы и только частково саму вечерню возьмем як ценні, але прочитаем все эти венчанные молитвы, які принято читать. Таким чином, наступная служба у нас буде наступную неделю. До благословения Господа, нехай буде на вас призовну ласку, любовь до людей завсюди, теперь, повсякчас, и на веки вечные. Слава Тобі, Христе Боже, надія наша, слава Тобі. Слава Отцю и Сыну и Святому Духу, теперь на весь час и веки вечные. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Владыка благослови. Что выгляди огнистых языков с небесов послал про Святого Духа, на святых своих ушнев и апостолов Христос, соправный Бог наш, молитвами пречистой своей Матери, всех святых, земли белорусской, всех святых помилуй избавить нас, как добрый и человека любный. А прославленный Бог наш, отсюда теперь сейчас на веки вечные. Знову знову клянчивши Господу, помолимся. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Прочистый, небрыткий, сподвечный, небачный, непостижный, недоследный, неизменный, непереможный, неперевзыденный, неизлеченный, незлостливый Господи, один и что маешь, несмиротностью светле живешь неприступным, что сотворил небо и землю, море и все, что иснует в них. Першимся попросим, все наши просьбы задовольняешь. Тебе молимся и Тебе просим, владару человеколюбча, Отца Господа и Бога, избавцу нашего Иисуса Христа, что для нас, людей, для нашего избавления зашел с небесов, принял тело от Духа Святого Марии, вся Девы, прославной Богородицы, что сперша словами научав и посляж и справами показал, колишь бавных покутов зазнал, выучил нас, покорных и грешных, и недостойных слугов своих. Моление узносит до Тебе, схиление головы, и уклинчивший
за дарование грехов наших и человечу несведомость. Сам шматлитостивый, широколюбный выслухай нас. В який би день не вскликали до Тебе, особливо день гэты сёмушный, коли по ушествии Господа нашего Иисуса Христа в небес и севший праворуч себе Бога Отца, сеслав на святых своих учнев и апостолов Святого Духа, что зашел на кожного из них, исполнились все невычерпальные ласки огонные, стали размовлять разными мовами про величь Твою и пророчить. Вот и теперь выслухай и вспомни нас, покорливых и отсуженных, что молимся Тебе, извольный, с верховного полону души нашей делялитости Твоей до нас. Прими нас, что прихиляемся до Тебе, воскликаем, согрешили мы Тебе, а данные мы от народжения, от лония Матки нашей, Ты есть Бог наш. Але тому, що дні життя нашого минають у метусні, ми позбилися Твоєї допомоги і не маємо ніводного отказу, але сподіваючися на щодрость Твою умольваем грехов, молодости, несведомости нашей не вспоминай, и от тайных провинов наших очисти нас, и не покинь нас в части старости, коли выселится моц наша, не покинь нас ранее, чем всему землю повернемся, удостой нас до Тебе прихилиться и узнагородь нас с приятностью и ласкою Своею, вымирай беззаконие наше милосердностями Своими, поставь бездань шодростяв своих супроть незлеченных провинов наших, зерни з вишині святої Твоє, Господи, на присутних людей своїх, що чекають от Тебе багатої милості. Наведай нас добрынёю Своєю, позбав нас от гвалту дьявола, вмацуй життя наше святими Твоими законами. Анёла верного оховника представ до людей Твоих. Усіх збери у своє владарство, даруй тим, що сподіваються на Тебе, пробачим и нам грехи. Очисти нас деянием Святого Духа Твоего, знищи супротивные подкопы ворожие. Добрословенный Ты, Господи, Владыка Всевладарный, что просветлил день светлом солнечным и ночь променил взорами огненными, что удостоил нас протяг дня пройти и наблизиться до початку ночи. Выслухай моления наши у всех людей своих, и всем нам даруй грехи вольные и межвольные, прими вечерние наши молитвы, зашли шмат литости Твоей, шодрости Твоей на набиток свой. Оточи нас святыми анёлами Твоими, озброй нас правдою Твоею, оховай нас истиною Твоею, заховай нас силою Твоею, позбав нас от усілякої небезпеки и всего поклепу ворожого. Подай же нам этот вечер, доходящую ночью, прожить у досконалости, святости, спокою, без греху, без покусов, без кепских маров, и так во все дни життя нашего по молитвам Пресвятой Богородицы, всех белорусских святых и всех святых, что от веку Тебе догодили. Заступися с Богом милой, вознеси отоварность, Боже, ласкою Твоею. Господи, помилуй, Господи, помилуй. На святую, пречистую, предобрословенную, славную владарку нашу Богородицу зажды, Деву Марию, зима святыми, вспомнивши самих себе из одного все життя наше Христу Богу отдамо. Аминь, Господи. О, Тебе належит миловать, избавлять нас, Боже наш, Тебе славу возносим, Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и по всех час и на веки вечные. Паки, преклонши колено Господу помолимся. Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Боже наш, мир Твой подавай человеком и Пресвятого Духа дар, еще в житии с нами сей в наследии. Не отремли моей верным присно подавая, явнейшее же силы благодать Твою учеником и апостолам днесь, не спасвав и всех вкуснее огненным, утвердив язык, им же весь род человеческий, боговедение своим языком вслух уха приемше, светом Духа просветихомся, и прелесть яко тьмы изменихомся, и чувственный огненный язык, раздаянием, преестественным действом, еже в Тя верено, учикомся и Тебе благословить и со Отцем Святым Духом во едином Божестве и силе и власти, узарихомся Ты, убо Отче, сияние существа и своего
неизменные, недвижимые начертания, источник премудрости, благодати, отверзи имени грешному устней, научи меня, как удостоит еже потреба молиться, ты бойся, веди много грехов моих множество, но Твое боготребие победит все бессмертное, всего страхом предстою Ти и почином милости Твоя, отчаяние души моя, оком живот мой, словом всю тварь незреченную премудрости сию управляет и обореваем пристанище, и скажи мне путь, воже пойду, дух премудрости Твоя, моим подашь помышлением, дух разума, безумную, моему даруй духом страха Твоем, моя осени дела, и дух правый обнови утробе моей, и духом водышним мысли моих по позовению утверди. Да, на всяк день духом Твоим благим и колесному наставляем сподоблься творить и заповеди Твоя, и Твои присно память свати, славное пришествие истязательное среди них нам, и да не презрешим я тленными сопрещатися мира сего красными, но будущих восприятий живати, укрепи сокровища, Ты, бореки сиводико, яко или каше, кто просит о Тебе именем, невозбранно приемлет от Твоего присущного Бога Отца, тем же я сгрешный и пришествие Свята Духа Твоего, Твою молю благоселика просих подашь ми во спасение, и Господи всякого богодеяния богатый, дателю и подателю боги, яко Ты си подавай преизобильно, и же просим, Ты си сострадательный, милостивый, и же безгрешно бы плоти нашей общник, и преклоняющим Тебе колено, поклоняйся, Бог боготробне, очищение же бы грехов наших, даже о Господи, людям Твоим щедроты Твоя, услыши нас, небесе свята Твоего, освети нас силою спасительной десницы Твоя, покри нас кровь крылу Твоею, да не презреши дел руку Твоею, Тебе единому согрешихом, но и Тебе единому служим мы, не веми, кланься Богу чуждему, ниже простирайте руки нашего владыку к Богу нашему, остави нам согрешение, прими наше колено поклонная моления, простри всем нам руки помощи, прими молитву всех, яко кадило приятное, восприемлемое пред Твоим преблагим царством. Господи, Господи, избавляй нас от всякие струи летящего води, избави нас от всяких вещей во тьме приходящие, прими жертву вечернюю рук наших, возъяние, сподоби же нас и душное по прище, без порока прийти, неискушенный отзвык. Избави нас от всякого смущения и боязни, яже от дьявола нами пребывающая, даруй душам нашим милением, помыслом нашего повечения, еже на страшном праведном Твоем суде испытания, пригвозди страху Твоему плоти нашей, и мертви уды наша, сущие на земли, да с сонным безмолвием просветимся зрением в суде Твоих, отыми же от нас всякое мечтание, непобедную и плоть вредную, оставь же нас во время молитвы, утвержденной вере и просвещайшей заповеди Твои. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Господи, помилуй, Господи, Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу, Пресвятую Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и живот наш Христу Богу предадим. Господи. Доброю волей истива единородного Твоего Сына, и Тебе славу ссылаем со Пресвятым Богом, страшным Духом, ныне и присно, и во веки веков. Снова и снова спокойно Господу помолимся. Господи, помилуй. Вечноплинная, життєдайна, Пресвятая Криниця, одинаїсне зайцом, творчая сила, все призначение до збавления людского, судовно виконавши, Христе Боже наш, что на кайданы смерти и замки пекельные разорвал, лихих же духов множество поканал, и привел себе за нас, за неизгайное забойство, давши прочистое тело вольное от всякого граху, на ахвяру, и жахливым гэтым неспознанным святарство деянием житье вечное нам подарил, до пекла зайшов и кайданы вечные знищим,
и тем, что сидели у темры, выход показал. Початка возлосного ж глибинного змея богомудростью, литостью зловил, и кайданами змроку звязавшую пекельной бездной, и в огне несгасным, невмерную твою силою темры опрометной замкнул. Великая славутая промудрость ойцовская, ты терпливым великим помощником з'явивший, просветлив тых, что сидели у темры, и тени смяротной, ты вечная слава Господа Отца Всевышнего, Сыне любостный, спрадвечное светло, от спрадвечного светла, солнца правды. Выслухай нас, что молимся Тебе, и супокой души слугов Твоих, храни супочилы, батьков и братов наших, и ущих свояков, кревних и ущих одиноверников, про яких вспоминаем теперь, бо у Тебе влада над ущими, и в руце Твою тримаешь, уще концы земли. Владыка всевладарный, Боже Отцов наших, и Господь милости, Творца роду смяротного и несмяротного, и всякое истинное человече, что является на свет из